Боец абхазской армии Дмитрий Асонович Хишба – выпускник 14-й средней школы Сухума, где позднее учились и 3 его дочери – Наала, Тамила и Татьяна. А ранее здесь же работали его супруга, тесть и теща. Так сложилось, что все довоенные воспоминания каждого члена семьи связаны именно с этой школой. Однополчане Дмитрия Хишба, воевавшие с ним в группе «Светлячок», и руководство школы решили пригласить членов семьи и родственников для вручения медали за отвагу, присужденную ему посмертно указом президента к 23-летию Победы. Дмитрий Хишба участвовал в освобождении Гагры, а в мартовском наступлении его серьезно ранили, но не долечившись, он вернулся в строй. После июльской наступательной операции числится в списках без вести пропавших. Ветераны Отечественной войны Тимур Агрба и Роман Рабаев вспоминают, что группа «Светлячок» понесла в той операции большие потери. Участники Шомской операции, Шомской войны, все прекрасно помнят. Батальон, неся большие потери, у нас ребята там сложили головы, более 45 человек, ребят, положили, 110 человек раненых. Физически батальон уже не мог устоять в таких натисках грузинской стороны. Хишба Дмитрий Асонович, мы долго его искали, не находили. На том месте, где погиб Дмитрий, там не осталось ни домов, ни дворов, все было перепахано градами. И на сегодняшний день найти это место это тяжело, потому что спустя 23 года мы туда поднимаемся. Скорее всего, до Нового года мы там ставим в Шомах памятником бойцам второй бригады, куда мы входили. Учащимся школы продемонстрировали фотографии из семейного архива Дмитрия Хишба, а также снимки времен войны. Ветеран Марина Аршба рассказала о завете умирающего на ее руках воина. У меня был такой момент, когда умирающий воин, я думала, это только бывает в фильмах, которые мы смотрели в советское время. Он взял меня за руки, видимо, из последних сил. И последнее слово, которое он сказал, было «живите». И для меня это слово, как девиз, который хочется передавать изо дня в день всем молодым людям. Всем вам, всем вашим ровесникам. Живите, творите, любите свою родину. Дочери Дмитрия Хишба Наале было всего 10 лет, когда началась война. Она вспоминает ощущения, испытанные ею, когда впервые увидела отца в военной форме. Когда меня мама забирала во время войны, вот в тот день ему выдавали военную форму. Я как ребенок, не знаю, военная форма для меня была связана с людьми, которые, в армию просто уходят, но никак не с войной. Немножко, если честно, не понимала. Последний раз, когда я увидела отца, это был июль месяц. Мы приехали в Гагру. Зашел отец, он был с длинной бородой, вот как на фотографиях. Для меня это было дико, потому что отец всегда был свежевыбрит. И она ему ужасно не подходила. Что мы ему и сказали, и он в этот же день побрился, кстати. И стал похож на прежнего папу. Пообещал, что вечером вернется, что еще вернется, когда началось шромское наступление, но он так и не вернулся. Мы его ждали, но кто-то из батальона, я точно не знаю кто, ночью привез нам от него часы и кольцо обручальное. Он попросил, чтобы передали моей маме. И что скоро он вернется. И с тех пор мы о нем ничего не знаем. В фойе школы на 1-м этаже мемориальная доска с фотографиями погибших выпускников 14-й средней школы Сухума. Андрей Джинджоля, Султан Болджая, Джансу Хейник, Дмитрий Хишба и Вячеслав Аджба сложили головы за родину на полях сражений Отечественной войны народа Абхазии. Амрамич Баста Мургошба, Абхазское телевидение.